Здравствуйте, уважаемый Алекс. Добрый день, дорогие посетители блога exler.ru. Итак, вопрос задан, мы же приступаем к ответу. Перво-наперво нам необходимо подготовить файлы, снятые нашими тремя камерами. Их я залил на диск E, и видео с каждой камеры я назвал с первой камеры камера 1, камера 2, камера 3. Мы даже можем посмотреть. Камеры были абсолютно разными, но они были цифровыми. То есть здесь есть один носитель, который пишет на кассету мини-DV, вторая же камера, к примеру, вот именно вторая камера писала на носитель мини-DV. Камера 1 пишет на на внешнюю флешку, на флеш-карту, и камера 3 пишет на встроенную флешку. Но это не важно. Итак, нам нужно создать в корне диска D новую папку. Допустим, мы ее назовем Exler. Окей. Ага, мы не там создали папочку. Сейчас, секундочку, мы исправим это дело. Нет, зачем удалять? Просто мы ее перекопируем на диск D. Так, F5 надо нажать. Окей. Так, а эту папочку удаляем за ненадобностью. Далее, внутри папки Exler мы создаем еще одну папочку, которая называется 2012. Будет создана внутри папки 2012, будет создана еще одна папочка, которая будет называться Октябрь. Далее, внутри папки Октябрь, наконец, мы создаем папочку с названием даты. Сегодня у нас 30 октября 2012 года. И вот, наконец, мы можем создать папку с рабочим названием нашей программы. Допустим, пусть это будет первое интервью. Окей. И, наконец, в папку первое интервью мы можем скопировать содержимое всех трех папок, соответственно, содержимое всех трех наших камер, которые принимали участие в записи нашего интервью. Нажимаем кнопочку F5 и копируем их в нашу папку первое интервью. Все. Самое главное мы уже сделали. Осталось теперь нам выбрать программу для видеомонтажа. Допустим, пусть это будет программа Adobe Premiere Pro CS 5.5. Запускаем ее. Нам нужно создать новый проект. Нажимаем по большой кнопке New Project. Новый проект. Программа сразу же нам предлагает назвать наш проект. Название проекта нам уже известно. Это первое интервью. Нажимаем ОК. Далее предлагается достаточно много шаблонов разных форматов. Я же привык работать в форматах DV-PAL. Если я работаю с видео камеры, которые снимали в формате 4:3, то есть ширина кадра, да, и длина кадра, высота и ширина кадра 4:3, то нужно выбрать стандарт 48 кГц. Если же камера пишет в формате 16:9, то следует выбрать widescreen 48 кГц, к примеру, да. Также вы можете, конечно, выбирать и другие форматы. Это могут быть AVC HD, все что угодно. То есть зависит от того, на что вы снимали. Была ли у вас камера стандартного разрешения, либо это была камера высокой четкости. От этого зависит. Но, допустим, мы снимали в стандартном разрешении. И, допустим, выбираем DV-PAL widescreen 48 кГц. Формат у нас был 16:9. Представим мы себе такую ситуацию. Также программа позволяет изменить название последовательности, sequence name,
название последовательности на что-то свое. Но мы сейчас не будем этим заниматься, а согласимся с программой и скажем ОК. Далее, перед нами запустилась рабочая область программы Adobe Premiere CS5 и 5. Нам нужно импортировать наши папки сюда, первым делом. Нажимаем кнопку «Файл». В выпадающем меню выбираем кнопочку «Импорт». Тут же замечаем, что можно было воспользоваться горячими клавишами Ctrl-I. Итак, мы выбираем «Импорт». Мы помним, что в корне диска D у нас есть папочка Exler. Внутри папочки Exler есть папочка 2012. Далее октябрь, наш сегодняшний день. И, наконец, первое интервью. Программа нам позволяет импортировать папку целиком. Итак, мы выбираем камера 1 и нажимаем Import Folder, импортировать папку. Далее не забываем наступить сюда. Раз. И только после этого опять файл, импорт. Так. Камера 2. Открываем. Нет, я ошибочку сделал. Не надо было открывать. Import folder нажать. Раз. У нас уже есть видео со второй камеры. Наступаем сюда. Потом наступаем на файл. Далее импорт. И, наконец, мы импортируем видео с третьей камеры. Отлично. Теперь все источники лежат в распоряжении программы Adobe Premiere CS5 и 5, и мы уже готовы приступить к монтажу. Итак, давайте поинтересуемся, что же лежит в папке камера 1. Для этого мы можем дважды щелкнуть по названию файла. Нет, извините, не по названию файла, а по графическому ярлычку. Мы можем увидеть это же видео в окне Source источник. Давайте нажмем на произведение, послушаем. Ну да. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Рад приветствовать вас на телеканале Мир Бурятия. Меня зовут Баир Жигмитов. Мы находимся в первом улан-удэнском клубе Киосаки. И у нас сегодня очень интересный гость. Известный фотограф. Сейчас, секундочку, еще раз. Давай, нет. Ага. Пару слов хоть с того сюда, и потом поворачивайся. Угу. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Итак, как вы видели, ведущий ошибся, и ему ничего не оставалось, как начать беседу заново. Поэтому мы отметим точку, именно эту точку как начало. Нажимаем Set In Point, точка входа, и слушаем дальше. Телезрители, в эфире телеканала Мир Бурятия. Так, подожди-ка, наша программа будет называться «Денежный поток», так и назовем, наверное. Здравствуйте, уважаемые. Мы опять видим, что ведущий снова ошибся, и нам нужно отбиться по-новому, то есть отметить начало. Давайте. Мы можем возвращать этот рисунок с помощью мыши, двигать налево, направо, по ходу воспроизведения, против хода воспроизведения. Да? Также у нас есть кнопочка, позволяющая делать это покадрово. Раз, два, три. Или раз, два, три. Раз, два, три. Или раз, два, три. Давайте здесь отобьем начало. Нажимаем точку входа. Слушаем дальше. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире пилотная программа «Денежный поток». Телеканал Мир Бурятия приветствует вас в первом улан-удэнском клубе Киосаки. И у нас очень интересный гость. Зовут его Александр Ихиритов. Он фотограф,
коуч, тренер и инфобизнесмен. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Мэр. Поприветствуем наших телезрителей. Приветствую, дорогие друзья, приветствую все зрители, которые нас сейчас наблюдают, которые... Саша, расскажите, пожалуйста, немножко о себе. Кто вы, кем вы являетесь? Я сейчас на данный момент занимаюсь своим любимым делом, фотографией, да, и, соответственно... Итак, у нас первое видео закончилось. Представим себе ситуацию, что здесь якобы снят целый час видео, да? Итак, нам нужно теперь, после того, как мы отбили начало, нам нужно перенести это видео в окно Timeline. А делается это очень просто. Нажимаете левую кнопку мыши, указывая на объект перетаскивания, скажем так, да? Не отпуская левую кнопку мыши, тянем вниз. И на дорожку видео 1, аудио 1. Здесь же его вставляем. Достаточно отпустить кнопку мыши, и видео установится. Итак, нам нужно теперь удалить черное поле перед нашим видео. А делается это очень просто. Указываем мышью. Далее нажимаем правую кнопку мыши и нажимаем на пункт меню Ripple Delete, удалить рябь. И теперь мы можем наслаждаться нашим видео. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Все правильно. Теперь, что же нам предлагает камера номер 2? Давайте посмотрим. Итак, те же процедуры. Двойной щелчок по изображению. Нажимаем кнопочку проигрывания, слушаем. Ну да. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Рад приветствовать вас на телеканале Мир Бурятии. Меня зовут Баир Жигмитов. Мы находимся в первом улан-удэнском клубе Киосаки. И у нас сегодня очень интересный гость. Известный фотограф. Сейчас, секундочку, еще раз. Давай на это. Ага. Пару слов это с того сюда, и потом поворачиваешься сюда. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала Мир Бурятия. Подождите, наша программа будет называться «Денежный поток». Так мы назовем ее. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Так, теперь мы знаем, что вот здесь, только здесь ведущий собрался. И нам нужно отбить опять же начало. Отбиваем начало с помощью кнопки «Точка входа». Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире пилотная программа «Денежный поток». Что будет дальше, мы уже знаем, поэтому не будем дальше слушать. Просто берем указанным выше способом, то есть сперва нажимаем левую кнопку, сперва указав на окно источника, нажимаем левую кнопку мыши, не отпуская ее, перетаскиваем видео, на этот раз на дорожку видео 2 и аудио 2. Теперь поинтересуемся, что у нас сняла третья камера. Тут я сделал уже немножко по-другому, то есть в принципе можно щелкнуть дважды, либо можно также перенести в окно видео, можно не только щелкнуть дважды по этому значку, но можно и перенести напрямую физически с помощью мышки, нажав также левую кнопку, не отпуская ее, тащим прямо в окно источника. Снова слушаем. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Рад приветствовать вас на телеканале Мир Бурятия. Меня зовут Баир Жигмитов. Мы находимся в первом улан-удэнском клубе Киосаки. И у нас сегодня очень интересный гость. Известный фотограф. Сейчас, секундочку, еще раз. Давай на это. Ага. Пару слов это с того сюда, и потом поворачиваешься сюда.
Стоп. Чуть было не проспал. Сейчас, секундочку. Возвращаемся назад. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Здравствуйте, уважаемые. Здравствуйте, уважаемые. Отбиваем начало. И, наконец, переносим видео на дорожку видео 3 и аудио 3. Теперь внимательно слушаем. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире пилотная программа «Денежный поток». У нас наблюдается диссонанс, то есть мы не смогли, как бы мы ни старались, да, у нас не получилось точно синхронизировать видео и аудио. Давайте попробуем синхронизировать ее более точно, благо окно таймлайн нам это позволяет. Это самое сложное в нашей работе, далее будет легче. Итак, чтобы сделать синхронизацию, берем вот в пустое место, нажимаем кнопку левую мыши и таким образом активируем вот эти наши содержимое наших двух видеодорожек, видео 2, видео 3. С помощью левой же кнопки мыши, нажимая ее и не отпуская, отодвигаем немножко назад. Теперь делаем ту же операцию, но уже с дорожкой видео 3. Тоже немножко отодвигаем назад и попробуем сделать следующие манипуляции. Давайте и аудио видео 1 тоже немножко отодвинем. С помощью кнопок плюс и минус мы можем масштабировать содержимое окна таймлайн. Плюс и минус, они расположены на клавиатуре. Итак, далее давайте активируем содержимое окна видео 2. Снова приведем сравняем их по этой нашей полосе и, нажав кнопочку плюс, слушаем. Здравствуйте, уважаемые. Здравствуйте, уважаемые. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире пилот. Здравствуйте. Так, сейчас мы будем отключать поочередно динамики, чтобы узнать, что у нас опаздывает. Аудио 2 или аудио 1 нам нужно определить. Давайте отключим вот этот динамик раз нажатием левой кнопки мыши. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Здравствуйте. Ага, мы выяснили, что у нас содержимое дорожки аудио 2 запаздывает, соответственно и видео 2 тоже. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Поэтому нам нужно будет немножко подвинуть вперед. Здравствуйте, уважаемые. Здравствуйте, уважаемые. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире пилотная программа «День». Все, мы синхронизировали содержимое дорожек видео 1 и аудио 1. Пора нам их сравнять. Раз, удаляем излишки. Еще раз слушаем. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире. Теперь у нас все синхронно. И видео, и аудио. Хотя мы видео видим только с дорожкой видео 2. Переживать по поводу видео 1 не стоит, потому что дорожка видео 2 перекрывает нам. Если мы отключим вот этот глазик, к примеру, да, раз, и мы увидим содержимое видео 1. И давайте для интереса отключим вот этот динамичек. Раз. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире. Видео и аудио у нас абсолютно синхронизировано. Теперь далее продолжаем наше непростое дело. Сравниваем, равняем по левому краю, скажем так.
Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире пилотная программа. Ну, здесь вроде бы все нормально, поэтому я могу поздравить вас. Мы закончили самую сложную часть. Мы синхронизировали аудио и видео сразу с 3 разных источников. Теперь осталось самое простое – собрать интервью. Для того, чтобы собрать интервью, нам понадобится новая последовательность. Нажимаем на кнопку «Файл», нажимаем на… Здесь выбираем… Так, что же мы можем… Так, да, пункт меню «New», «Новый» и «Sequence», последовательность. Того же самого можно добиться с помощью комбинации горячих клавиш Ctrl-N. Но мы выберем «Файл», «New», «Sequence». Левая кнопка мыши, и у нас снова уже знакомое нам диалоговое окно. Итак, мы работаем DV-PAL, и у нас Widescreen 48 кГц. Название последовательности Sequence 02, нажимаем ОК. Итак, у нас появилась последовательность, вот она. Так, и на таймлайне тоже, то есть у нас есть секвенция 1 и секвенция 2. Внутри секвенции 2, вот наступив на нее, мы перетаскиваем содержимое секвенции 01, то есть берете за этот ярлычок, за эту кнопочку, за это изображение и, не отпуская левую кнопку мыши, тащим на аудио 1. Теперь с помощью масштаба, изменения масштаба, плюс я немножко меняю масштаб, и здесь нажимаем на правую кнопку мыши. И среди этого длинного списка контекстного меню есть кнопочка мультикамера. Нажимаем Enable. Теперь следующий наш шаг — выбрать из горизонтального меню кнопочку Window. Из выпадающего контекстного меню нам нужно выбрать мультикамера монитор. И таким расчудесным образом мы одномоментно можем видеть видео с 3 наших источников. Мы уже синхронизировали наше видео и аудио, поэтому мы уже начинаем монтировать играючи. Нажимаем знакомую нам кнопку воспроизведения. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире пилотная программа «Денежный поток». Телеканал «Мир Бурятия» приветствует вас в первом улан-удэнском клубе Киосаки. И у нас очень интересный гость. В этот момент, когда ведущий повернулся уже на другую камеру, значит, нам нужно вернуться, вернее, поменять активное окно, которое отмечено у нас желтым цветом. И эту рамочку нужно будет перенести сюда. Итак, ловим момент, когда ведущий поменял направление взгляда. Итак, и найдя именно этот момент, мы нажимаем левую кнопку мыши, указав именно на тот источник, который мы хотим увидеть в следующем кадре. Раз. И все, вы видели, как желтая рамочка перенеслась с общего плана на крупный план ведущего. Слушаем дальше. Интересный гость. Зовут его Александр Ихиритов. Он фотограф,
коуч-тренер и инфобизнесмен. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, мэр. Только что ведущий обратился к гостю студии, и мы должны тоже этот момент отметить. Возвращаемся немножко назад. Логично, что у нас сейчас нам либо нужно будет вернуться к общему плану, либо мы можем перейти на крупный план нашего гостя. Но я думаю, что нам, наверное, следует вернуться на общий план, хотя вы можете сделать по-своему. Хоп, я возвращаюсь с помощью нажатия левой кнопки мыши, я возвращаюсь на общий план. Здравствуйте, мэр. Поприветствуем наших телезрителей. Итак, Приветствую. Александр обращается к зрителям. Этот момент нам нужно дать план, его крупный план. Дорогие друзья, приветствую все зрители, которые нас сейчас наблюдают, которые... Саша, Итак, говорит ведущий, идем на ведущего, что называется. Нажимаем левую кнопку мыши, указав на ведущего. Друзья, приветствую Стоп, что это? все зрители, которые нас сейчас наблюдают, которые... Идем. Сейчас будет говорить ведущий. Идем на ведущего. Указываем на него левой кнопкой мыши. Раз. Саша, расскажите, пожалуйста, немножко о себе. Кто вы, кем вы являетесь? Я сейчас Уходим снова на гостя. на данный момент занимаюсь, своим любимым делом, фотографией, да, и, соответственно... Поскольку это были тестовые фрагменты из реального интервью, видео у нас закончилось, и, соответственно, самые азы я показал. Удачи вам, Алекс, в вашем новом деле. Мы будем обязательно следить за вами, и я очень рад, если этот видеоурок вам помог. Всего доброго. Все, дуды. Yes, так,